четвертой части мы продолжили показ возрождения национальной оперы, связанный с именами не только выдающихся певцов, принесших славу кыргызскому народу, но и других талантливых деятелей театра. Одним из ведущих компонентов оперного искусства является оркестр. В начале пути национальной оперы основной костяк оркестра составляли приглашенные, высококвалифицированные еврейские музыканты. Это дало сильный толчок для интенсивного развития национальной оперы. Одним из первых местных оркестрантов был Мирхамид Миррахимов. Он играл на кларнете. За его талант и любовь к музыке коллеги его уважали, и он пользовался большим авторитетом. Михаил Дубровин, габаист, был от природы наделен талантом и большим трудолюбием. Постепенно оркестр обновлялся молодыми музыкантами, окончившими Московской консерватории. Они все были первоклассными музыкантами. Зарлык Мамбеталиев, тромбонист, преподавал в Институте искусств, был профессором. Кайыпбек Айтугулов, флейтист, преподаватель, профессор. Сейд Сонунбеков, флейтист, продолжает трудиться в оркестре театра. Шамшибек Юсупов, габаист, свою жизнь посвятил музыке. В оркестре работали Вилен Рахимов, кларнетист, прекрасный музыкант, рано ушедший из жизни. Николай Салимбаев, ударник, музыкант, обладавший абсолютным слухом. Светлана Городецкая, прекрасный скрипач. Елена Школьникова, талантливый музыкант, виолончелист оркестра. Анатолий Краснокутский, габаист, ушедший из жизни. Николай Власенко, альтист, весь свой талант посвятил служению национальной опере. Момуш Апсиев, один из первых контрабасистов, талантливый музыкант, продолжает трудиться в оркестре. Чорош Алтакбаев, музыкант высокого класса, лауреат международного конкурса, единственный трубач, дающий сольные концерты. Нельзя не сказать о настройщике инструментов Валентине Масленниковой. Благодаря его чуткому слуху все инструменты театра всегда были в порядке. Правительство не часто балует артистов хора званиями. Однако хор национальной оперы всегда удостаивался высокой похвалы специалистов. Среди хористов звания имели Кудайберген Джоошпаев, Аңралы Балтабаев, Раимбек Джумабеков, Венера Даминова. За последние 10-15 лет за дирижерским пультом стояли Медет Тургумбаев, профессиональный дирижер, учась в Центральной музыкальной школе на фортепианном отделении при Московской консерватории, создал второй в истории школьный оркестр и сразу после окончания школы был принят в Московской консерватории на дирижерское отделение. Был директором и художественным руководителем театра. Работает в России, гастролирует по зарубежным странам. Осмоналиев Рахатбек, один из плеяды талантливых дирижеров. Работая в оркестре на контрабасе, занимался дирижированием. Был главным дирижером театра,
в настоящее время возглавляет Чуйский камерный оркестр. В данный момент дирижерами театра являются Бакыт Телегенов, талантливый дирижер, одновременно является художественным руководителем и главным дирижером оркестра народных инструментов имени Карамолды Орозова, ученик Асанхана Джумахматова. Төлеген Томотоев, преподаватель музыкально-теоретических дисциплин, после двухгодичной стажировки в Большом театре в Москве становится главным дирижером и художественным руководителем оркестра имени Карамолды Орозова. Джумакадыр Каниметов, профессиональный дирижер, окончил Санкт-Петербургскую консерваторию. Его таланту, его дирижерской палочке подвластны не только труднейшие оперные произведения мировой классики, но и симфонические произведения. Как композитор написал оперу «Ахмер». Директорами театра были Амангель Керимбаев, профессиональный хормейстер, талантливый организатор, находил общий язык с работниками театра, умел понять и найти индивидуальный подход к каждому. Марклен Баилинов, творческая личность, занимался и решал не только театральные вопросы. Написал либретто к балетам «Материнское поле» и «Сказ о Манкурте». Был министром культуры Киргизской ССР. Даниал Назарматов, первый кыргызский профессиональный гитарист, был министром культуры Кыргызской республики, директором театра был в период распада Союза. Эсен Исмаилов, генеральный директор и художественный руководитель театра. С первых дней его появления театр оживился. Он внес свежую струю. Театр будто проснулся от десятилетней творческой спячки. И как огромный айсберг, который, отколовшись от вечных льдин, готовится к большому плаванию. Одним из первых гримеров-парикмахеров театра является Эмиль Касымбаев. Всю свою жизнь он посвятил театру. Все артисты прошли через его руки. Всех он причесывал и гримировал. Помогал им создавать внешний образ героя. Касымбаев делал артистам не только сценический грим и прическу, но приходилось гримировать и причесывать артистов в последний путь, в последний раз. Елена Ставриди долгое время работала заведующей пошивочным цехом. Знание эпохи, стиля, умение уловить сиюминутные требования времени были присущи ее костюмам. Иван Бондаренко долгое время работал заведующим постановочной частью, пользовался всеобщей любовью. Ни один спектакль, ни один правительственный концерт не обходился без него. Он умел работать и пользовался уважением подчиненных. Макамбай Муслимов, машинист сцены, правильно, четко, без накладок, вовремя поставленная и по картинно заменяемая декорация – один из залогов успеха спектакля. До конца своих дней служил театру. Петр Дрожин, талантливый художник-бутафор театра. Все его работы отличаются изысканностью и большим вкусом. Певцы многих национальностей трудились на сцене национальной оперы. С любовью и уважением вспоминает артиста Сергея Шехова, особый тембр его красивого голоса, манеры его исполнения, сценическую культуру. Он первый исполнитель партии Мефистофеля и Кончака. Преподавал в оперной студии при театре. Все лучшие басы театра являются его учениками. Владимир Королев, шикарный баритон, первый исполнитель партии князя Игоря и Риголетто. Каждую музыкальную ноту умел использовать как штрих, нюансировку создаваемого образа. Ни Шехов, ни Королев не имели званий,
но оба в памяти последующих поколений остались как представители высокой, истинно русской певческой культуры. Николай Рузавин, лирический тенор, в совершенстве владел своим голосом, высокой сценической культурой. На сцене он создавал образы пылко влюбленных юношей, то с трагическим концом, то беспечных, легкомысленных, как герцог в Риголетто. Он был одержим и влюблен в свою профессию, жил только театром. Иван Леонов, тенор, пел ведущие партии своего голоса, занимался преподавательской деятельностью. Владимир Муковников, блестящий бас, пел партии Мефистофеля, Бориса, Мельника и многих других. Вел класс вокала в Институте искусств. Ольга Мартиросова, лирико-драматическая сопрано, пела все партии своего голоса. Одна из первых исполнительниц партии «Аиды». Приятный тембр голоса, прекрасная сценическая внешность составляли основу успеха на сцене. Елена Молчанова, меццо-сопрано, пела все ведущие партии своего голоса. Тонкая, властная — таковы были черты героинь, создаваемых ею образов. Любовь Ярош, колоратурная сопрано, пела партии Виолетты, Джильды, Розины и многих других. Живет в Чехии. Людмила Циндрик, лирико-колоратурная сопрано, пела партии своего голоса, Розина в «Сивильском цирюльнике», Соня в опере «А зори здесь тихие» и многие другие. Валентина Портнова, меццо-сопрано, была одной из ведущих певиц театра. Пела партии «Кармен» Кончаковной, «Обмерись». Национальная опера всегда была благодатным местом для творческого роста, шлифовки мастерства и накопления репертуара. Многие певцы приезжали именно за этим. После распада Союза все стали бежать кто куда, как крысы с тонущего корабля. Последующие поколения работников Национальной оперы оказались в очень трудном положении. Оставшиеся артисты верили в незыблемость Национальной оперы и продолжали трудиться. Эсен Нурмамбетова, лирико-колоратурная сопрано, сразу обратила на себя внимание своим чистым, звонким, легко льющимся голосом свежего, нежного тембра. После окончания Института искусств сразу была принята в труппы театра на ведущее положение. Стажировалась в Большом театре. На международном симпозиуме молодых музыкантов Ирина Масленникова, профессор Московской консерватории, услышав голос Нурмамбетовой, была приятно поражена. И весь период уроков мастер-класса провела с Нурмамбетовой, взяв ее исполнение Виолетты в опере «Травиата» за образец бельканто. В театре она спела партии Виолетты, Джильды, Розины, Арсены, Фраскиты, Канаим, Калиман, Зулайки. У Нурмамбетовой от природы поставленный голос. Она поет легко и непринужденно, вызывая восторг и восхищение публики.
Без труда берет любые ноты в оперных партиях, написанных композиторами. Нурманбетова поет редко исполняемую труднейшую увертюру к опере «Ромео и Джульетта» Шарля Гуно. У нее большая концертная программа кыргызских, русских и зарубежных композиторов. Керим Орузбаев, лирико-драматический баритон. В параде баритонов Казахстана и Киргизии, организованной телерадиокомпанией, Орузбаев получил первую премию. Его мягкий, притягательный тембр покорил членов жюри. Lacrima, patio, sguardo, sacrificio e d'onor. E credono, sua contenicua sorte, al cielo e la colla. Являясь лучшим баритоном театра, Орузбаев спел все ведущие партии своего голоса. Он неповторимый Онегин, Искамилио, Яго, Тонио, Олеко, Роберт, Томский, Бес, Амонастро, Семетей, Сулайман Вашин Малалане, Узейра Гаджибекова, Искендер Ваджал ордена. Dopo tanta eresion, la morte. E poi morte nulla e vecchia vola il Алтынай Алибаева, ведущая меццо-сопрано театра. Учась в Институте искусств имени Бибисары Бишеналиевой, она неоднократно участвовала в местном республиканском конкурсе и завоевывала призовые места.
У Алибаевой сильный, бархатистый голос, обладает красивым тембром. В театре она уверенно и успешно поет все партии своего голоса. Ольга, Сузуки, Кармен, Абнерис, Эболи, Недда, Чачкей, Оронго в Манасе. Алибаева была участницей фестиваля певцов на Кипре и конкурса певцов в Риме. Анарбек Ибраев, лирический тенор, любимец публики. В театр он пришел из филармонии, уже будучи народным артистом республики. Обладая хорошей сценической внешностью и приятным голосом, он постепенно входит в репертуар театра. С честью вышел победителем, спев партию пылко и нежно влюбленного Ленского, Кульчоро, графа Альмавива, Арлекина в паяцах, Тамина в волшебной флейте Моцарта. Он первый исполнитель и пропагандист многих песен и романсов кыргызских композиторов. Талгарбек Джахшлыков, единственный баритональный бас. Стажировался 2 года в Италии в Озимской академии и в Академии Дель Монако. Спев куплеты Мефистофеля и арию Бориса Годунова на концерте, Джахшлыков сразу обратил на себя внимание. О нем заговорили. В театре он начал петь с маленьких партий и дошел до Филиппа в Дон Карлосе Верди, Командор в Дон Жуане Моцарта, Бертран и Рене в Виоланте, Спарафучилла в Риголетто, Бартолло и Дон Базилио в Севильском цирюльнике, Рамфис и царь в Аиде, Гремин в Евгении Онегине. Del
Певец очень много работает над собой, над техникой, отшлифовывает грудной, приятный тембр своего голоса. Он не только ищет штрихи хорошего пения, стремится создать музыкально-драматический образ своих героев. Эльвира Асанкулова, колоратурная сопрано, проходила двухгодичную стажировку в Италии, в Каллии, в школе Академии по технике вокала. Красивый тембр ее голоса сразу захватывает публику. Асанкулова прекрасно владеет своим голосом, культурой пения. В театре с блеском спела партии Розины, Джильды и «Царицы ночи» волшебной флейты Моцарта. Певица серьезно относится к своей профессии. У нее обширная концертная программа из произведений итальянских композиторов. На концерте, посвященном столетию со дня смерти Верди, Асанкулова с большим успехом спела арию Виолетты. Зритель успел ее полюбить и внимательно следит за ее творческим ростом. Сталбек Алмазбеков, драматический тенор, единственный певец в Средней Азии и Казахстане с таким красивым, сильным, магическим тембром голоса.
рассвете творческих сил, использует всю палитру красок своего голоса, данной ему природой. Во время сольного концерта в Алматы перед ним вставали на колени, признавая его как большого певца. Действительно, голос Алмазбекова уникален. На сольном концерте в театре публика, не насыщаясь его пением, снова и снова требовала его выхода на сцену. В театре он спел партии Кульчоро, Алмамбета, Керимбая, Бектура, Пинкертона, Хозе, Германа, Радамеса, Каньо, Отелло, Фауста. В партии Каньо он неповторим. Создает образ балаганного шута с трагической судьбой. Алмазбеков – серьезный оперный певец с большой перспективой. Много трудится над собой, совершенствуя каждый звук, каждый штрих своего голоса. У Алмазбекова обширная концертная программа от итальянских канцон до кыргызских народных